Всем привет! Так, ну что, сегодня 3 ноября, проспект Ленина. Смотрите, здесь уже светофоры повесили. Тут что-то недоделано еще, да? Светильники, наверное, или еще что-то тут какие-то должны быть. Так, смотрим. Да, ну столбы стоят, но фонари еще. А вот частично они висят, частично. То есть с той стороны, с этой стороны не висят. Так, светофор включен, но не работает. В Якутске, видите, уже снег лежит. Температура сегодня у нас минус 16 градусов. Минус 16 градусов. Вы сами понимаете, снег. Ну, снег уже давно лежит. Уже. Поэтому, ну вот, смотрим на улицу. Ну, тут что-то, короче, какие-то артефакты, или как их назвать. Там еще плитка на площади Дружбы есть. Так, светофоры, как я говорю. Ну, тут движение не открыто, но накатано уже скользко. Так что давайте пройдемся с вами. По сути дела, вот это начало, где улица Кулаковского, да? И вот таким вот образом. Давайте по самой улице постараемся пройтись. Как она выглядит. Я вам поснимаю, чтобы знать, какая ситуация сейчас. Ну вот, то есть снегом засыпало, и вот этих огрехов, что недоложено, что там, как, в каком виде, их не видно. То есть вот здесь вот положен тротуар был, я помню, да, но сейчас здесь гладкая, накатанная вот такая вот поверхность. Вот в районе супермаркета Топка вот частично обдалбливают. Как видите, да, тут отдолблено. Вот видно здесь, что здесь плитка такая тротуарная лежит. В принципе, еще сбоку должна быть велодорожка, но ее не видно. Она или с той, или с этой стороны. Ну что, идем дальше. Что, вот на перекрестке улица Октябрьская и проспекта Ленина видим, большая спецтехника работает. Замотаны, смотрите, как замотаны. Так, ну давайте проходим вперед. Так, ну что, вот Октябрьскую переходим. Здесь сваяна такая вот лежит. Светофор, как видите, просто моргает. Давайте пойдем по улице, по, собственно говоря, проспекту Ленина. Вот это водоотводящие каналы здесь. Кто-то там писал, что нет водоотводящих каналов. Ну вот видите, все есть. Но их главное чистить вовремя, значит, чтобы они были чистыми и не засорялись. Ну, все такая вот красота. То есть сейчас ничего не видно, что там, в каком состоянии находится тротуар. И вот так вот можно просто пройти, и дорога тоже не видно, что как. Да, ну фонари вот с одной стороны висят, еще старые столбы висят, стоят, вернее, вот видите, да, старые столбы. Вот эти светлые, которые, а новые черные. Это непонятно, почему их поставили. Их вроде бы убрали или не убрали. В чем дело? Ну, видите, снега сколько, да, в Якутске уже. Вот столько снега нападало. Хотя, в общем-то, Якутск не славится особо снежными зимами, да. То есть здесь у нас пониженная влажность, и, соответственно, осадков немного выпадает, соответственно, снега тоже за зиму
не очень много, но бывает, что, конечно, выпадает прилично. Как-то, ну, пока вот такая вот ситуация. Кстати, тут включали же освещение, вот это вот. Сейчас, ну, кратковременно, да, видать, для проверки как-то. И совсем недолго, где-то минут на 5-10. Ну, вот здесь все магазины эти открыты. Ювелирный салон, бриллианты Якутии, аптека. Там дальше уже идет ресторан Бекетов. Так что можно, вот смотрите, уже в принципе можно, погода пока не такая холодная, можно и на лыжах покататься. Ну, на коньках надо, соответственно, ледовую площадку. Но у нас на коньках катаются дом русской кухни Бекетов, ресторан. На коньках весной катаются, когда уже озера, значит, которые в Якутске, они замерзшие. И, соответственно, расчищают от снега. И можно на коньках кататься. Так, ну что, вот перекресток. Это улица Кирова. Даже еще, смотрите, на велосипедах катаются. Вот так вот. У нас, кстати, всю зиму на велосипедах катаются. Даже в мороз минус 50. Я помню, тогда в минус 40 было соревнование в парке, кто быстрее, значит, на велосипеде. Там какая-то дистанция была, кто кого обгонит. Представляете, в минус 40 градусов вот было соревнование. Так что, в принципе, при желании большом, да, это же надо все равно какое-то здоровье иметь. Так, здесь что мы здесь просто проходим, я так понимаю, светофоры вот в таком режиме. Так, ну что, мы вышли на площадь Ленина. Так, памятника не видно. Да, памятника еще не видно. Да. Памятника Ленину не видно. Хотя там была такая панель, ну, баннер со сроками ремонта. Ну вот 3 ноября Владимира Ильича Ленина еще пока нету. Так, ну здесь тоже ничего не видно, что... Короче, сейчас все засыпало и ничего не видно, в каком состоянии находится дорога, тротуары. Вот. Но видно, что еще работает спецтехника. Значит, работы еще идут. Ну и вот освещение на фонарях еще не везде включено. Кстати, смотрите, вот какая погода. Минус 15, да? Сегодня. Что-то он плохо стал фокусироваться. Вот таким образом. Так, ну улица Амосова у нас перекрыта блоками, хотя раньше было здесь движение. Вот, лето, осень. Сейчас у нас глубокая осень считается, ноябрь уже. В Якутске в это время уже возможны хорошие морозы. Минус 30. Сегодня, кстати, утром я на термометр смотрел, который за окном висит. Вот такая температура была. Уже где-то минус 28 градусов. Это утром. То есть резко похолодало вчера. И вот уже холода наступают. Но это еще минус 16, конечно, не холод для Якутии, для Якутска. Поэтому будем ждать минус 40. Когда наступит, вот тогда будет самое время для съемок. А это пока так вот
просто как бы еще теплая такая погода стоит. Ну, осень. Обычно самые холода начинаются где-то с декабря месяца, тогда температура уже 40, за 40, а ноябрь еще вот где-то до 40 градусов обычно. Ну, посмотрим. Сейчас многие говорят, что в этом году теплее погода во многих регионах, как бы, и поэтому будем следить за погодой, за температурой. Но в том году точно то, что средняя температура была зимой не такая низкая, то есть минус 50 градусов там довольно маленькое время было, там, не знаю, несколько дней. Это вот прошлую зиму получается. Ну, надо смотреть за изменениями. Действительно, это проблема животрепещущая для республики, для города, который построен на сваях, оттайка грунта. Все это надо смотреть, следить. Ну что, мы здесь видим то, что производятся работы на вот фонарном столбе по креплению кабеля. Так, ну нам надо зайти погреться вот сюда вот. Республика уже, слушайте, руки мерзнут. Смотрите, как здесь сделали, чтобы люди не падали. Коврик постелили, ковер. Вот, потому что скользко уже, можно упасть. Тепло, но лучше туда пройти. Так, цены, смотрите. Сейчас, наверное, запотеет камера. Тут всякие вкусняшки. Так, вина, напитки со всего мира. Надо немножко походить, чтобы рука отошла у меня. Что замерзло. Так, а тут надо подниматься на второй этаж. Что мне, в общем-то, делать не хочется. Так, еще проход есть. Так, ну здесь можно какие вот коктейли взять. Вот так вот можно зайти погреться. Даже лавочка есть, посидеть можно. Так, говядина на кости 450 рублей килограмм. Окорок свиной. Ладно, заходим. Вот тут, кстати, хорошо, потому что работает вот этот обогреватель наверху. Так, я смотрю, у меня что-то с камерой она заиндивела, что ли. Рука у меня согрелась, камера тоже немножко согрелась. Теперь выходим. Так, ну что, вот мы видим, работы идут. Так, это производится, короче, подвес электропроводов, установка светильников. Поэтому еще работы здесь, получается, они отсюда начали. Будут тут так постепенно идти. Конечно, не сразу все это делается. Сами понимаете, уже условия для монтажа там какого-то при минусовой температуре уже, соответственно, они усложняются. Кабель, как вы сами знаете, он при такой температуре уже затвердевает. Из пластика сделал, поэтому его уже сложнее как бы с ним работать. Поэтому надо успевать, вот пока такая минус 16, минус 20 градусов, как можно больше объем
работы произвести. Так, ну мы это подошли уже к улице Курашова. Там видим перекрытие блоками вот этими сваями улицы, но сама улица Курашова открыта для транспорта, потому что все улицы невозможно закрыть, иначе как будет движение происходить. Видим, что довольно сильно улица загружена. Надо учесть, что уже конец рабочего дня, и многие едут уже с работы, возвращаются по домам. Ну вот, здесь тоже видим водоотводящая система. Вот дырочки вот эти вот. Она вот так по кругу вот таким образом проходит. Вот. А напротив мэрия, здание мэрии. Ну, здесь тоже спецтехника стоит. Тоже еще какие-то работы производятся. А, вот вам показать, как необычно, да? Тут у нас вот он всю зиму вот так стоит, этот магазин. То есть все внутри не помещается, и вот часть у них товара здесь вот вывешена просто вот так вот. Просто вот так вывешено. Ну, а сам продавец вот там внутри сидит, а товар вот наружу. Так, овощи уже что-то ничего не про. Тут дополнительно киоск с шаурмой. Посмотрим на цены. Так, шаурма классическая 220, с сыром 280, хот-доги 200-250. Так, выпечки 80, 85, чай 50 рублей, кофе 50, но это, видать, эти коктейли по 220 за пол-литра. Смузи 250 рублей, мохито за 0,3. Так, ну, цены, как вы видите, они примерно такие же, как в целом по России. Ну, может быть, где-то в регионах цена дешевле, может быть. Но вот где мы были, в частности, там цена, в общем-то, такая. Если не считать крупных каких-то таких, не крупных, а мелких городов, где, в общем-то, цены низкие сами по себе, таких региональных, понимаете, да, то есть в крупных городах, столицах каких-то цены повыше будут за счет того, что там средняя зарплата повыше, а, соответственно, цены на продукты, товары тоже выше. Ну вот, в общем-то, подходим мы к концу уже той части проспекта Ленина, которая находится в стадии ремонта. Вот здесь тоже видно, да, фонари стоят. Ну, провода еще надо вешать. Вот тут какие-то кабеля замотанные. Значит, соответственно, торчат. Ну и вот гостиница Лена. Гостиница Лена. Так, на здании Лорпа тоже у нас свой висит градусник. И он показывает у нас минус 13. Да, на 2 или 3 градуса выше, чем на здании Алроса. Представляете, да? То есть, как вот можно... А расстояние между ними, сколько тут, метров 500, да, наверное, всего лишь. То есть, по идее, должна быть температура примерно одинаковая. Ну и вот скажите, можно ли верить вот таким термометрам, которые очень сомнительная, конечно, информация температурная, примерная. Так, ну что, вот все, мы прошли улицу полностью в проспект Ленина. Давайте посмотрим на нее вот отсюда. Вот так все сейчас выглядит. Ну, ничего не видно, все снегом завалило. Что-то кого не разглядишь. Но здесь вот можно видеть, что дальше они пошли. Дальше пошли.
ремонтом вот этой уже части. Это у нас площадь Орджоникидзе. И здесь начинают они тоже копать. То есть продолжение ремонта идет сюда. Вот смотрите, какие тут большие бревна были уложены. Но это одна из старейших улиц города. То есть городу Якутску у нас 300, подождите, сколько сейчас, вот 390 лет, вон, видите, да, 390 лет. То есть можете представить, какая здесь древняя вот это вот древнее наслоение. Тут только слой асфальтов уложенных вот с полметра, наверное, да, или, ну, может, я ошибаюсь, но очень толстый, да, который ложили друг на дружку. То есть асфальт раньше ложили, его не снимали. И вот так вот слоями друг на дружку уложили все это дело. Сейчас, по идее, асфальтную поверхность ее снимают специальной спецтехникой. И потом уже ложат, кладут, соответственно, новый слой асфальта. Так, ну здесь, слушайте, можно даже вот сюда вот немножко исторические такие моменты. Напротив здания Лорпа минус 13 показывает, а там минус 15-16, 3 градуса разница. Вот. Мы сейчас находимся, смотрите, они раскопали, глубина это где-то метр, да, в глубину углубили. Вот, смотрите, вот такая вот глубина. Сейчас вот так это участок улицы выглядит. Ну, там дальше уже улица Дзержинского. Так, мы здесь не залезем, поэтому мне надо возвращаться обратно посюда. Вот такие вот бревна раньше ложили, сюда укладывали, чтобы как бы дорога была, служила долго. Так, здесь что мы видим? Здесь все заделали этим лентой. Мне тут не пройти. Вот здесь вот есть участочек, вот сюда, наверное, мы проскочим. Вот в этот вот. Не, вот тоже не пройдем. Ну вот видно спецтехника. Какие-то знаки здесь, видать, это новые. Она стоит. То есть, по идее, ну, планы-то известны, да, какие на все это, на всю эту работу. Поэтому они работают, соответственно, работники в соответствии с планом. У них есть какие-то выходные. Ну, надо смотреть, какие этапы ремонта следующей части проспекта Ленина или каких там других улиц. Но сейчас мы с вами пройдем к нашему фонтану. Это площадь Орджоникидзе. Здесь вот фонтан. Ну и его уже по-моему, больше 10 лет или 10 лет вот такой вот закрывают куполом вот таким, да, ажурным. Ну, на этой площади у нас выставляется елка. Одна елка большая выставляется на площади Ленина. Там как бы, ну, две главных, получается, на площади Ленина и здесь. То есть 1 декабря приезжает Дед Мороз с Великого Устюга и зиму открывают в Якутии. Вот на этой площади. Кто смотрел видео на канале, может видеть предыдущие видео. Я там снимал. Было довольно холодно. И вот здесь были фигуры вот по периметру этой площади. Значит, соответственно, вот здесь посередке елка стояла. И вот куча было народу, детишек. Там мороз минус 45, народу было не пробиться, просто не пробиться. Мало того, что холод, еще и куча людей. Но такие вот экстремальные условия проходит Новый год, встреча зимы в Якутске. Зима начинается в Якутии. Вот есть такой фестиваль даже, День города. Но вот этот баннер, он остался
с Дня города, который в сентябре проходил, городу Якутску, я уже повторюсь, 390 лет в этом году исполнилось, а республике Якутия, Саха исполнилось 100 лет. Вот, Якутск 390 лет, вот там видно, нет, у меня этот объектив заиндивел. Может, на него дышу паром, а как бы говорить приходится постоянно. Вот площадка вот эта немножко защищается здесь от снега. Как бы, ну, тут любимое место. Вот, кататься на деток на самокатах, каких-то машинках. Ага. Свободные. Потом вот здесь вот устанавливают у нас горку для детишек тоже. А на площади Ленина даже 2 горки устанавливают, представляете? Но в том году почему-то только одна была горка. Вот фонарики здесь что-то с прошлого, видать, Нового года здесь остались, висят. Ну, в общем-то, и все. То есть я сделал обзор вам проспекта Ленина, в каком состоянии он выглядит вот сегодня на 3 ноября, и показал вам вот площадь Орджоникидзе. Всем пока, до новых встреч.